Добрый день, уважаемые друзья! Мы продолжаем цикл передач, посвященных поправкам в Конституцию России. Гость нашей сегодняшней передачи мой коллега, сопредседатель общественной организации «Илин», политолог Андрей Николаевич Мартынов. И в первую очередь мне бы хотелось спросить у Андрея Николаевича, как вот он считает, насколько своевременны эти поправки в Конституцию? Ну, одним словом, своевременны, конечно, да. Но можно подтвердить это тем, что вот я как раз принес материал. Это вот возраст действующих конституций в России. У нас в России 200 государств, из них В мире. в мире, да, в мире 200 государств. Средний возраст жизни Конституции в мире 18 лет, оказывается. Не 100, не 50, даже не 25 лет, а 18 лет, средний возраст, да. 116 конституций стран мира моложе российской. Нашей Конституции 27 лет неполно. 27 лет прошло. За этот период, насколько помню, 4 раза вносились поправки. 2008 2 раза, 2014 2 раза. Но это были скорее, скажем так, технического или как там было связано с территориями, субъектами. Крым добавился, Севастополь. До этого объединение субъектов было, поэтому такого характера поправки были 4, да? Но сейчас вносится, как мне кажется, своевременно. Решения приняты выверенно, очень обдуманно. И мне кажется, это нормально сейчас. То, что Конституция может меняться со временем, это жизнь меняется, соответственно, наш основной документ, основной закон тоже должен модернизироваться. На первом собрании общественности республики 22 декабря 2017 года, которое мы проводили в городе Якутске, и на первом съезде нашей общественной организации 22 марта 2018 года вы с очень интересными докладами выступали именно как раз по роли Конституции и недостаткам действующей Конституции. Как вы считаете? Значит, да, тогда вот этот доклад был основан на материалах профессора Багдасаряна, доктор исторических наук. Он сделал анализ Конституций в мире, и очень интересные выводы получили. Да? Мне показалось, что они очень актуальны у нас в Российской Федерации, у нас в стране, поэтому это привлекло большое внимание. Значит, действующая Конституция, она была принята, как мы помним, в 1993 году, 12 декабря. Текст был сформулирован очень быстро, буквально там месяца 2, по-моему, 3 максимум, да? И, как мы знаем, там принимали участие, активное участие принимали консультанты из западных стран, скажем, да? И у нас получилась очень такая либеральная, демократическая конституция. С одной стороны, это, конечно, хорошо, права и свободы граждан очень хорошо прописаны. Допустим, слово «свобода» там упоминается в нашей конституции 55 раз. 55 раз. А в других странах, вот я покажу, больше всего слово «свобода» упоминается в нашей Конституции 55 раз. И в среднем по миру 39 раз, оказывается, упоминается это слово. То есть это, с одной стороны, хорошо, но это мое личное мнение, да, я выскажу. В итоге мы, когда соотношение прав и обязанностей 1 к 6, когда права человека там очень хорошо, подробно были расписаны, да,
а обязанности, ответственности нашей Конституции действующей недостаточно, как мне кажется, да. В итоге мы, ну, может быть, я очень сильно сейчас скажу, да, получаем общество эгоистов, индивидуалистов. То есть каждый сам за себя. Ну, рыночные отношения тогда были сформулированы, ну, как бы в жизнь нашу пришли, да. Эти рыночные, это даже связано с демографией. Допустим, получается, что сейчас дети помеха для материального благополучия у нас получается. Поэтому одна из причин, как мне кажется, да, что у нас с демографией не так уж хорошо. Вот в советское время же не думали там о материальном благополучии и так далее, рожали детей. Сейчас вот это люди уже планируют, да, и много детей не планируют. 1, 2, 3 максимум ребенка, ну, как мне кажется, да, поэтому одна из причин вот тоже вот рыночных отношений, то, что вот у нас это все взаимосвязано, даже с демографией. Ну, и основное, вот, как бы основной недостаток это действующей Конституции отсутствие запретной идеологии, как мне кажется, да. Запретная идеология у государства, у страны все равно должна быть идеология сформулирована. Допустим, по миру, если посмотреть, да, очень много стран, большинство стран, идеология основана на религии. Христианство, буддизм, ислам – это их идеология, получается, государственная идеология, да? Но вот у нас в России, да, идеология под запретом оказалась. У нас 4 парламентских партии, да? 4 партии, каждая партия толкает свою идеологию, продвигает, да? Но кроме этого еще 50 партий есть. Всего там около 55 партий, по-моему, в стране. Да, каждая партия свою идеологию толкает, продвигает. Ну, в итоге у человека в голове хаос получается. Как бы общество разобщено. Ну, запретную идеологию, это свобода, демократия и так далее, как мне кажется. Поэтому люди стали вот уходить там в религию, верить во что-то. Все равно людям же надо верить во что-то. Поэтому даже секты разные вот, ударились многие тогда еще в 90-е годы, в 90-е, 2000-е годы. Поэтому вот действующая Конституция, она, то, что она сейчас будет развиваться, меняться, модернизироваться, это ну, хорошо. Одна из ключевых поправок в действующую Конституцию касается верховенства российского законодательства над международным в случае, если это противоречит нашим национальным интересам. Вот, на этот счет у вас какое мнение? Вы за или против? Да, сейчас в Конституции написано, что, ну я своими словами скажу, что вот принят закон России, да, и есть общепризнанные нормы международного права, так называемые, и международные договора, да. И вот если наш закон не отвечает, не соответствует этим международным основам, да, то действуют международные договора, международные вот эти соглашения, да. Это ненормальная ситуация, как мне кажется. То есть, допустим, такие организации, как Международный олимпийский комитет, там, ООН, Всемирная организация здравоохранения, много-много, около 100 там международных организаций. Вот решение, вот это коллегиальное решение вот этих стран, оно выше, получается, российского законодательства. Это нехорошо, это можно сказать, что это ущемление суверенитета нашей страны. Вот интересный тоже факт. Вот этот перечень стран, да,
где в Конституции прописаны общепризнанные принципы и нормы международного права. Страны, содержащие положения о таких принципах. Да? В России у нас в Конституции 6 раз упоминается о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права превалируют над национальным законодательством. Да? 6 раз. Столько же раз в Грузии. И в Молдове, Болгарии 3 раза. В Румынии, Азербайджане, Узбекистане, Беларуси по 2 раза упоминается. Да? Австрия, Армения, Венгрия, Германия, Греция, Йемен, Ирак, Ирландия, Киргизия, Литва по 1 разу. В других странах таких ссылок нет, например, в США. Да? Тут можно, во-первых, если проанализировать, да, это страны, ну, бывшие социалистические республики наши, Советского Союза, да, и развивающиеся страны в основном. И там превалируют нормы международного права, в Конституции так прописано. И тут странным образом затесались, скажем, там 2 развитые страны, мы говорим, это Германия и Австрия. Германия и Австрия. Почему? Такое положение, да, о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права в Веймарской республике в Германии, да, они были внесены после поражения Германии в Первой мировой войне. Так же, как в Австрии, да. То есть можно сказать, что это развивающие страны, бывшие страны социалистического блока и побежденные страны, такие как Германия, Австрия. Да? И после Второй мировой войны тоже это положение еще было усилено в Конституции Германии. Да? То есть это такое положение в конституциях ну, не сильных государств, да? А побежденных государств, можно сказать. Поэтому, если мы считаем, что Россия это суверенная страна, сильное государство, то у нас наши законы должны, конечно же, превалировать, я считаю, над международным правом. Кстати, там они не стираются, вот это положение о том, что международные договора, они не будут действовать, такого нету. Они все равно будут действовать, но в случае, если они будут противоречить российским законам, то приоритет будет уже наш закон. Это хорошая вещь. Многие люди не понимают то, что прямым следствием верховенства международного законодательства является экономическая наша слабость и неразвитость, разрыв доходов, и почему деньги уходят из нашей страны. Это связано с тем, что верховенство международного законодательства ставит нас под контроль того же Международного валютного фонда, который прямо прописывает, сколько мы должны покупать на заработанные наши кровные деньги, доллары, и вкладывать в американские ценные бумаги. Фактически существует такая финансовая удавка. Да. А если мы изменяем Конституцию, соответственно, у нас появится больше денег на то, чтобы развивать социалку, развивать промышленность. И эта статья мешает развитию страны в целом и касается каждого из нас. И дискуссия вокруг поправок в Конституцию во многом произошел такой своеобразный саботаж, я думаю. То, что внесли более 400 поправок, идет дискуссия по совершенно частным вопросам. Я считаю, что это неправильно, но это результат этой внутренней борьбы и в политической, и в деловой элите. Пытается размазать значение этой ключевой поправки о том, что международное законодательство не действует в том случае, если это противоречит нашим национальным интересам. Это ключевая была поправка со стороны президента России Путина. И идет борьба вокруг этого. Да, совершенно верно. А сейчас говорят о каких-то частных вещах, текущей политики. И хотелось бы услышать мнение по такому спорному вопросу. И по WhatsApp вообще в народе бытует мнение, что все это придумано для того, чтобы так называемое обнуление президентских сроков Владимира Путина, что он просто хочет сохранить свою личную власть и усилить. Как думаете на этот счет?
Ну, это, каждый человек, у нас свобода слова сейчас, да, может выражать свое мнение. У нас есть WhatsApp и многие вот эти социальные сети, интернет и так далее, да. Иногда, ну, 100% я этих людей не знаю лично, да, в основном те, которые так говорят. Более того, бывает, что это анонимные какие-то вот эти, ну, тексты там пишут всякие разные, да. Что касается вот обнуления, действительно там поправок очень много, на самом деле, да, и все очень нужные, важные для социального государства, да. А обнуление срока там, ну, во-первых, действующий президент, он был выбран народом, да? И сейчас я уверен, что вот политика главы государства, да, она поддерживается большинством. Потому что в России мы еще никогда так лучше не жили, я так считаю, да? Горбачев, Ельцин, Горбачев, Брежнев, при Брежневе детство прошло, при Горбачеве юность, при Ельцине молодость, скажем. И, ну, то есть у меня есть возможность сравнивать, да. Я считаю, что сейчас ведется выверенная политика между там социальным государством и рыночным государством, да. То есть политика президента в целом верна, она поддерживается большинством, и вдруг в 2024 году ему Конституция запрещает выдвигаться на следующий срок, да? Это же в некоторой степени умаление, ущемление моих прав тоже избирательных. Я хочу, чтобы президент оставался, допустим, да? А ему Конституция не позволяет. А где же демократия тогда? Вот такой вопрос тоже возникает. Поэтому то, что появится возможность у действующего президента выдвинуться на следующий срок, это нормально, это демократично. Если люди не выберут, могут же не выбрать. Ну, тогда не выберут. Но пускай эта возможность будет, я считаю. И ничего тут какого-то катастрофичного нету. Мне кажется, еще тут очень много спекуляций и незнаний элементарного, потому что если прочитать внимательно эти поправки, наоборот, Путин стремится максимально рассредоточить власть. Идет наделение дополнительными полномочиями федерального собрания, усиление полномочий правительства. Наоборот, президент теряет часть своих властных полномочий. И речь идет о том, чтобы изменить систему власти. К сожалению, так получилось, ну, в силу, может быть, исторической традиции. Даже вопреки вот действующей Конституции, у Путина сейчас, ну, объективно, слишком много власти стало, которая не прописана вот действующей Конституцией. Действующая Конституция, кстати, очень ограниченные полномочия дает президенту. Но сейчас так сложилось, и Путин это объективно понимает, что все зависит от одного человека. Мы же говорим о режиме ручного управления. Сейчас, не дай бог, если что-то случится вот с действующим президентом Путиным, система может рухнуть. Так же, как и произошло вот с Советским Союзом, когда умер Сталин, и Советский Союз постепенно начал разрушаться. И во избежание этого, мне кажется, Путин и вот те люди, которые думают о будущем, они пытаются выстроить систему, которая бы работала независимо от личности лидера страны. Кто бы там пришел, там Иванов, Петров, Сидоров, чтобы система работала. И поэтому создается такая система сдержек и противовесов. Смысл вот в этом заключается. А не в том, что Путин там какие-то дополнительные полномочия, обнуление сроков. Здесь идет подтасовка фактов. Сознательная, притом, подтасовка фактов, и анонимные авторы выступают, с которыми очень сложно дискутировать. Вот ко мне вот и в частном порядке выходят люди, и с администрации УЛУСов выходят и просят провести какую-то разъяснительную работу. К сожалению, вот, может быть,
наши власти немножко запоздали в плане вот организации разъяснительной работы и вот эту пустоту заполняют. Но мы же понимаем, что люди, которые, например, сидят в WhatsApp, в социальных сетях практически круглые сутки, вот, если вот подумайте сами, вот обычный нормальный человек, если он работает где-то, он занят там семейными делами, а какие люди бесплатно будут сидеть, например, в WhatsApp, в социальных сетях там по 12-16 часов? Очевидно, что это проплаченные люди, которым кто-то платит, а кто может платить и кто заинтересован в том, чтобы дестабилизировать и развалить Россию. И кто от этого выиграет. Некоторые наши товарищи вот еще думают о том, что вот, мы очень богатая республика, по сути, вот то же мышление, которое было у союзных республик накануне распада Советского Союза. Дескать, мы Якутия богатые, давайте мы отделимся от России и будем жить очень богато, как Эмираты. Но они не понимают того, что у нас территория огромная и традиции такие, что всегда существовала сильная государственность, которая нас защищала. А если вдруг мы распадемся, вот Россия, предположим, на 80 с лишним независимых государств, кто нас защитит? Соответственно, в любом случае очевидно, что территорию России разделят на сферы влияния. Американцы, китайцы, японцы, вот те же немцы. И об этом писал ведь Алексей Алексеевич Кулаковский вот, в «Сновидении шамана», в письмах якутской интеллигенции. Он объективный расклад дал. И ситуация не изменилась, история просто повторяется. И те люди, которые думают, что вот если будет отдельное какое-то государство у нас, мы не выживем. Просто элементарно подумайте, как 1 миллион человек, а в реальности 500 тысяч саха, мы сможем вот эту свою территорию защитить и удержать. 3 с лишним миллиона квадратных километров. Ну посчитайте, 500 тысяч, из них боеспособных это по всем 1/7. 70 тысяч человек на 3 с лишним миллиона квадратных километров. А мы же знаем, какие акулы вот рядом обитают. Вот тот же 1,5-миллиардный Китай, или там Япония, где 120 миллионов, Америка, где 320. Такие акулы и киты нас проглотят и не заметят, были саха или не были саха. Да. Действительно, там очень хорошо новые поправки, они балансируют власть. Допустим, президент поделится полномочиями с Госдумой, Государственной Думой. Если она раньше согласовывала председателя правительства, то сейчас она будет назначать председателя правительства. Да? Госдума будет уравновешиваться, скажем так, Конституционным судом, например, который получает право анализировать вот законы, федеральные законы, конституционные законы, отменять их, если они не соответствуют Конституции. Да? Потом Совет Федерации тоже получает полномочия по, допустим, консультации там, по генеральному прокурору, силовым министрам и так далее. Обязательно консультация будет Советом Федерации. Потом усиливаются же полномочия Государственного Совета, потом Совета Безопасности. И, то есть вот некое распределение полномочий есть. Ну, такой баланс выверенный получается. Потом, что касается вот WhatsApp сообщений разных, да, вот на первый взгляд вроде бы шокирующие такие, очень красивые ролики приходят. Ага. Допустим, как люди хорошо в Норвегии живут, там ролик с Познером, да, потом как в Катаре, как в Объединенных Арабских Эмиратах люди живут. Мне стало интересно, да, я посмотрел. Это открытые данные в интернете, там 5 минут занимает время, да. Что за страны такие, почему они так хорошо живут, почему мы живем плохо, имея столько богатств, столько нет. Вот так людей, в роликах так подается, да. Посмотрел, и в Объединенных Арабских Эмиратах, оказывается, 9 миллионов человек населения, да. Из них 11%, только 11% это граждане Объединенных Арабских Эмиратов, то есть, как сказать, местное население. Ага. Остальное это, вот, грубо говоря, гастарбайтеры из 9 миллионов. Потом
они же занимают, по-моему, 7-е место по добыче нефти в мире. Вот 9 миллионов человек, из них 11 граждан, да, страны Объединенных Араб, там 11 или сколько, 7 королевств. А у нас в одной Москве там около 12 миллионов, наверное. Ну как можно сравнивать, да? Или возьмем Норвегию, да? Я тоже посмотрел, там 5 миллионов человек живет. Норвегия. Территория размером с Оленёвский район, наш. Один район Якутии, одного субъекта федерации, да? Ну, это несравнимые вещи, как мне кажется, да? Вот Россия с ее территорией 147 миллионов, да, населения, и там 5 миллионов Норвегии, и при этом 7-е место по добыче нефти. У них, они вообще хорошо должны жить, они обязаны хорошо жить. Вот, при такой территории, при таком населении. Ну и тоже Катар тоже, там 2,5 миллиона населения всего лишь, да? И при этом 17 место по добыче нефти. Там по газу, там тоже впереди, из 200 стран. 2,5 миллиона человек. Какой климат у них хороший, да? Ну как можно сравнивать их? Поэтому это передергивание, я считаю. Люди же от этого, ну, просто поверхностно читают, думают, да, действительно, якобы вот у нас столько богатства и живем плохо. Это неправильно подача. В Конституции есть такое понятие соотношения прав и обязанностей. Что насчет этого можно сказать? Если сравнивать. Да, вот как я уже сказал, у нас в Конституции 55 раз упоминается слово «свобода», да? Это самое большее количество упоминаний Конституции из 200 стран. 55 раз свобода, потом это раз. Во-вторых, вот соотношение употребления слов «права» и «обязанности» в Конституциях стран мира, да? В России 6 раз, 6 и 2, 6 к 1, то есть прав больше, чем обязанностей. В Конституции так прописано, да? В среднем по миру 3 раза. Но все-таки там ответственность, обязанность граждан и так далее прописано. В других конституциях достаточно, видимо, ну, не слабо, да? Как мне кажется, это дисбаланс. То есть прав у нас очень много. В итоге люди, вот мы все говорим, дай от государства, все просим, все, государство нас должно все обеспечить. Начиная от дороги, улицы, заканчивая зарплатой и так далее, да, медицина, образование, все, дай. Ну, то есть, то, что вот, с чего вот я начал, как бы не превратиться окончательно в страну индивидуалистов, эгоистов, да, то есть думать только о себе, там, детей не рожать, чтобы там материальный достаток был, права, качать свои права, грубо говоря, да, а вот обязанности у нас маловато, и ответственности тоже, как мне кажется, да, поэтому слишком, как бы, вот это демократические вот эти ценности так называемые, да, вот до чего Америку довели, скажем, да, вот не хотелось бы, чтобы в России тоже повторилась та же история, так же, как и в Европе, в Америке, там родитель один, родитель два, не папа, не женщина и мужчина, семья, да, там в некоторых странах уже разрешено, как его официально регистрировать браки между, ну, однополые браки. Вот, как бы не докатиться до этого. Вот. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы в Конституции были, ну, соотношение было не таким уж явным. 6 и 2 раза прав больше обязанностей. О справедливости. Ну,
По-моему, в новых поправках, да, если не ошибаюсь, есть формулировка «социальная справедливость». Вот, смотрите, частота употребления слов «справедливость» в конституциях стран мира, опять же, да, в России в Конституции 93 года одно слово «справедливость». В среднем по миру 9,8, 10 слов почти в Конституциях 200 стран, в среднем 10 раз упоминается это слово, да. И это хорошо, конечно, то, что в новых поправках есть слово «социальная справедливость». И еще бы хотел остановиться на том, что вот у нас в Конституции есть некое противоречие, да, ну, как мне кажется, да. То есть там прописано, что Россия – это социальное государство, с одной стороны, социальное государство, и там же прописано, что у нас свобода передвижения товаров и услуг, то есть рыночные отношения. Мы рыночное государство, рыночная страна у нас, то есть, поэтому у людей, мне кажется, раздвоение некое. Не понимая этого, да, все же идет от Конституции, да. С одной стороны, у нас социальное государство, то есть государство обязано обеспечить благополучие граждан. Материальный достаток, медицину, здравоохранение, образование, культура и так далее. Оно этим всем должно, то есть это бюджетное государство, скажем, бюджетный блок, да. И вторая часть это рыночные отношения, да. И вот тут, с одной стороны, хочешь, чтобы государство меня все обеспечило, а с другой стороны, у тебя как бы есть право выбора. Быть бюджетником или же уйти в предпринимательство, да, где большие риски сейчас, как мы знаем, можно же обанкротиться, там дело не пойдет и так далее. И, соответственно, цены регулируются тоже рыночные, поэтому слово «справедливость» у нас радует то, что очень много социального характера поправок. То, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума, то, что в Конституции будет прописано, например, это хорошо, потому что до сих пор, да, особенно несколько лет назад и далее, там очень много случаев было, когда заработная плата была ниже прожиточного минимума. Устанавливалась такая заработная плата. Это же ненормально. Прожиточный минимум, допустим, был в свое время там 8 тысяч, скажем, да, а зарплата была 7 тысяч. Но сейчас это уже в Конституции будет запрещено таким заниматься, да. То есть очень много поправок, которые будут вносить больше справедливости в нашу жизнь. У нас еще есть такая традиция у евразийских государств и в России, что такое понятие справедливость выше закона. Поэтому уповать только на законы, на Конституцию, я думаю, не стоит, потому что существуют неписанные правила. Да. Неписанные правила, и все предусмотреть, например, в Конституции, в законах невозможно. Обычное право, да, существует. То есть иногда думаешь, да, все больше законов становится, да, и там закон о родительстве, об ответственном родительстве, да. Не дойдем ли мы до такого, что там будут у нас законы уже там о любви, о дружбе, да, если так дальше пойдет, да. То есть должны быть обычные человеческие, конечно, правила, законы, которые должны пониматься и приниматься всеми, независимо от есть там закон или нет. Это культура. О родине, патриотизме в конституциях стран мира, как мы выглядим на этом фоне, если сравнивать? К сожалению, тут наша конституция 93 года, она тоже была сформулирована, разработана таким образом, что, посмотрите, слово патриотизм 0. Отсутствует такое слово в нашей Конституции, да?
В среднем в мире 1,8, ну почти 2 раза все-таки упоминается в Конституции, в тексте Конституции. Да? Слово «Родина» в нашей Конституции упоминается 1 раз. А в среднем по миру 2,8, ну 3 раза, грубо говоря, в среднем. Тут есть разбивка, тут Латинская Америка, 4,2, мир, Азия, мир, Африка, Европа, страны ближнего зарубежья. Ну, вот в России 1 раз слово «Родина», в мире все-таки 3 раза почти, да? То есть это недостаток, от этого идет, как мне кажется, да, вот недостаток тоже вот воспитания, патриотического воспитания, отсутствие вот единой идеологии тоже правильной, да, дает то, что вот свобода это, конечно, хорошо, но зачастую право свободы, оно более болезненно, чем когда такого права нет. Ну, один путь у тебя, да, и, ну, как в Советском Союзе, да, идеология была одна, там ничего не выбираешь, даже религия там, ну, как бы сильно не продвигалась, да. А сейчас вот столько человеку дано право выбора. А это непростая штука. Чтобы выбирать, вот я говорю, 55 партий, допустим, да, религий, ну, это иногда для людей это тяжеловато. Ну, вот то, что говорит Андрей Николаевич, Родина, патриотизм, то, что практически не упоминается в нашей действующей Конституции, это говорит о том, что о системе приоритетов. Во исполнении Конституции это ведь основной закон. Во исполнении Конституции принимаются разные другие нормативные акты. Федеральные законы, там, на уровне регионов мы принимаем какие-то нормативно-правовые акты. И, соответственно, уже по нисходящей получается у нас ни родины, ни патриотизма нет. С другой стороны, в мире, как говорят многие уже сейчас эксперты, идет гибридная война. То есть нужно защищать свою родину. А как ее защищать, если вот нам в течение почти 30 лет убеждают, что родина там, где хорошо платят. Да. Соответственно, идет отток умов, идет отток капиталов из страны. И, соответственно, если мы воспитываем таких космополитов, то что мы получаем? И сейчас тот же вот президент Путин недавно внес поправки в закон об образовании с тем, чтобы усилить вот именно компонент патриотического воспитания. Соответственно, получается, он в ручном порядке пытается исправить вот недостатки действующей Конституции. То есть, если понятие патриотизма Родины не воспитывается ни на уровне семьи, ни на уровне школы, вуза, соответственно, получается та же ситуация, что и во время, например, чеченской кампании 90-х годов проявилась. А ради чего вот эти мальчишки умирали? Ради чего? Ради кого? Но ребята-то выполняли свой долг. Но это шло как бы по инерции. А сейчас что будет, вот если, не дай бог, если война? Вот сможет ли поколение современных детей, современных школьников защищать Родину так же, как и поколение 40-х годов, как в 41-м году? Вот о чем мы должны думать. Вот за 30 лет выросло же целое поколение людей, которые вот советскую эпоху не помнят. Ну, мы с Андреем Николаевичем еще вот советскую эпоху помним. А вот уже наши дети, вот, тем более внуки, они ведь не знают только по книгам, по фильмам, а вот мы же сейчас вот видим, какие фильмы вот про советскую эпоху, только там негатив идет. А они верят этому, потому что книг они не читают, потому что это дети вот новой информационной эпохи, они вот в смартфон уткнулись и думают, что вот это есть и правда. Вот кино увидел, американское там или вот советское, чернуха какая-то про советский период истории, вот это правда. Они не отличают. И отличие советской системы образования от российской, оно заключается в том, что нас учили мыслить критически.
И вот отличие советской системы образования – это фундаментальность. Учили настолько хорошо, что мы же знаем, что та же Силиконовая долина в Америке, там, вот эти разные хай-тек информационные технологии, это выходцы в основном из Советского Союза. Сейчас из Китая, который копирует советскую систему образования. Да. И, кстати, вот в поправках, да, которые будут вноситься, там прописано о том, что теперь воспитание, образование, здравоохранение, образование, да, это будет в совместном ведении федерации и субъектов. Ага. То есть и правительству там прописано о том, что правительство должно проводить единую политику, единую государственную политику, да? То есть, наконец-то, какая-то некое вот единое поле будет, а не разобщенность. Потому что у нас в стране же пишутся концепции, стратегии, каждый субъект пишет свою стратегию, там, развитие, концепции образования, здравоохранения, воспитания, полная свобода дана. Федеральные трансферты, они обеспечивают просто деньгами, да, вот на душу населения рассчитывают деньги. А как это использовать, как вот политику проводить, такой единой, такой, по большому счету, такого поля не было. И сейчас вот эта Конституция, она уже, основной закон, он дает основные понятия, да, направления, принципы. И далее, надеюсь, вот будут уже подзаконные акты, которые будут уточнять вот эти моменты, да. И направление зато правильное. Вот в части воспитания, допустим, должно быть усилено, вот эта работа должна быть усилена, и должна общая политика проводиться, а не каждый там субъект, каждый муниципалитет там как может, как сам так придумает, так и вести вот эту работу. Все-таки должна быть единая федеральная политика, это совместное видение будет. Ну, вот еще какие ключевые моменты могли бы отметить вот, сравнительно вот, действующая наша Конституция и Конституции других стран, как мы вот выглядим, какие базовые понятия отсутствуют, присутствуют на фоне других стран. На материале, да, который я принес, один и тот же момент, вот, частота употребления слов «святой», «священный» в Конституции стран мира. Анализ стран мира у нас 195, по-моему, признанных ООН, 200 так, грубо скажем. Итого у нас вот этих слов «святой», «священный» в России 0 действующей Конституции, да? В среднем по миру 5,4 раза вот это слово употребляется, да? В Азии больше всего «святой», «священный», в Европе 5,8. Но тут, во-первых, как я уже тоже сказал, во многих странах идеология основана на религии, да? Это раз. Во-вторых, в поправках, которые будут вноситься, там же есть упоминание о Боге, о том, что Россия – это государство, как там, многонациональное государство, основанное предками, да, как там было, на переданных предками идеалах и вере в Бога. Вот так было, да? То есть тут упоминание о Боге, апелляция к религии, да, впервые, по-моему, такая идет. Тоже вызвало много споров. Но это тоже вот мое мнение, одно из направлений укрепления духовности народа, да? Потому что идеология, государственная идеология, да, государственная политика, да, но некоторые же могут опираться тоже на религию, и теперь это прописано в Конституции, а Бог можно трактовать по-разному. Можно шире трактовать, чем вот христианский Бог, да? Как, допустим, Будда тоже как Бог можно же трактовать, да? Это раз.
То есть это подпорка, помощь в укреплении духовности народа, да? Не только государственная политика и идеология, да? Но и религия, да? Опора на религию, на Бога, да? Потому что там плохого же не говорится там в Библии, да? Там не убей, не укради и так далее. Это раз. И в-третьих, я недавно вот обратил внимание, оказывается, вот в фильмах смотришь, да, американских, они все время о Боге там говорят, даже бандиты вот эти с крестиками ходят там, и даже в маленьких поселениях, там где 100 человек, 200 человек, обязательно есть дома молельные, там где они собираются, и каждую неделю у них там проповеди, или как это называется, кто-то там читает им эти, проповеди читает, да? Как правильно себя вести, то есть как по правилам Бога жить. То есть в Америке, хотя нету идеологии, да, по-моему, нету же там нет государственной идеологии, но есть опора на религию во многих странах, в том числе и в Америке, да. То есть, если бы не было там религии у них такой, да, я не знаю, что бы там было бы. Еще, наверное, вообще анархия полная была бы. А так их держит, американцев, да, религия сейчас, вера в Бога. Много же упоминаний, да. И этот элемент, то, что вот поправка внесена в Конституцию нашу, да, это тоже будет помогать нам в укреплении нашей культуры, духовности, внутреннего состояния, духовного состояния людей. Кому это близко? У нас Россия страна крайностей, мы кидаемся из одной крайности в другую, то строим все на системе религиозных православных ценностей, как это было до 1917 года, или коммунизм понимаем как религию, как это было в советский период времени, то в Конституции, в базовом документе у нас 55 упоминаний слова свобода и ни одного упоминания слова там святой и священный. Получается, у нас ничего святого, священного нету. Полная свобода, анархия. И полная свобода. Получается, мы отрицаем преемственность поколений. И вот то, что, например, тот же президент Путин пытается говорить, там, патриарх, другие вот духовные лидеры, когда мы говорим, что у нас традиции, там, тысячелетняя государственность, с другой стороны, мы это отрицаем напрямую. Говорим, ребята, вот вам свобода, а у нас ничего святого, священного-то нет. Поэтому поправка, которая касается там упоминания Бога, мне кажется, тоже актуальна и своевременна. Ну и вот слов равенство и братство, тоже равенство, слово равенство у нас один раз упоминается, да? В целом по миру 5 раз все-таки упоминается, и братство, слово у нас 0, по миру 1,5, полтора. Одно слово в конституциях стран, в конституциях других стран упоминается, да? Свобода, равенство и братство. Вот я тоже недавно подумал так, тоже есть некое противоречие, да? Вот у нас мы хотим свободы, равенства и братства же, да? Мы хотим свободы, равенства, чтобы все равные были, и братство, да? Но при этом свобода, как мне кажется, да, особенно вот в рыночных отношениях, она порождает неравенство. Да? То есть человек свободен, в советское это время не было такого, да, свободы, все были равны, да? Но и свободы такой большой не было, да? А сейчас вот есть свобода, но она порождает неравенство. Когда кто-то мы же все разные, да? Кто-то более предприимчивый, кто-то талантливее, кто-то пробивнее, там,
соответственно, он добивается большего, да. Но есть свобода тоже ничего не делать. Лежать на диване, там, тунеядствовать. То есть это такие вещи в некой степени противоречат свобода, равенство. И как добиться того, чтобы быть свободными и в то же время равными. Тоже что-то такое вот интересное, да? А потом братство. Братство без единой идеологии тоже возможно ли? Без государственной политики, единой такой сильной. Допустим, сейчас вот движение волонтерства тоже в Конституции будет прописано, да? Оно порождает же чувство братства там. Ну, это духовное единство должно быть. Должна быть система каких-то священных ценностей, базовых, которые никак они не касаются. Государство Его нет. активнее должно проводить государственную политику в части, ну как это, если не идеологией назвать, по-другому воспитание, допустим. Ну как-то более активнее, более заметнее, что ли, вот по телевидению там. Вот сейчас очень хорошо, по-моему, идет там серия, по-моему, передач и так далее о достижениях в стране. Наконец-то, вот я подумал, до этого все время вот эти танцы, там какие-то бои. Сейчас уже смотришь, что происходит в стране. В новостях показывают. Было бы всегда так, да? Не только вот до принятия Конституции, да? Я об этом говорю. О достижениях надо говорить, потому что почему-то многие говорят, что в стране там все развалено, все разворовано, там одни олигархи там живут, типа такого, такое понятие дают в тех же WhatsApp, да? Когда как сделано очень много за последние 20 лет. Поэтому вот свобода, равенство и братство. Интересное вышел. Вот слово будущее. Слово будущее. Развитие. Да. Ну у нас один раз упоминается, и слово развитие 6 раз. Но опять же, меньше всех в стране. Действующей Конституции слово будущее один раз, по миру 2 и 3 раза, развитие у нас 6 раз, по миру все-таки 14 и 7 раз. 2 раза больше упоминаний. То есть, когда мы говорим о будущем, о развитии, хотелось бы вот все-таки единую какую-то вот направление единое, такое хорошо сформулированное иметь, что в республике, что в стране. Там, потому что у нас очень много пишется разных документов, да? Законов принимается, как стратегии принимаются, стратегии, очень много стратегий по всем направлениям жизни, да? В субъектах тоже пишут стратегии, концепции. Везде, конечно, пишут, что главная цель – это благополучие человека. Ну, как, я все время, вот, ты сказал, что критическое нас воспитывает, да? Думаю, благополучие человека – цель, а достижима ли она? Хемингуэй сказал, да, по-моему, что дай человеку удовлетворить потребности, да, он захочет роскоши. Получив потребности, первые, да, захочет роскоши, да, получив роскошь, он захочет уже изысканности. Далее, получив изысканность, свое желание, да, он уже ударится, уже совсем уже голову потеряет, скажем так. Нет, как его, предела совершенства, да. Благополучие человека. То есть эта цель, конечно, хорошая, да? Но хотелось бы, чтобы это было этапами, что ли, пятилетками, как раньше, в советское время. Вот построим столько-то квадратных метров. Все четко, ясно, коротко.
добьемся того-то, догоним и перегоним Америку, да. Сейчас вот как-то этого, ну, лично мне, как, по-моему, не достает. Вот это тоже очень показательно. Единой. Показательно то, что вот Андрей Николаевич говорит, то, что частота упоминания таких ключевых слов, как будущее развитие в Конституции России, гораздо реже упоминается. Это говорит о том, почему вот мы, люди задаются ведь вопросами. Нефтедоллары пришли в нулевые годы. Почему нет такого развития взрывного, как, например, рядом в коммунистическом Китае? Если вот мы сравниваем себя с Китаем или вот со сталинской эпохой там, советского периода, ведь на самом деле даже вот современный Китай, это же страна контрастов, там они же не смогли все 1,5 миллиарда человек там удовлетворить материально. В материальном плане большинство китайцев до сих пор живут гораздо хуже, чем мы. У них нет пенсий, вот многих вот этих социальных гарантий, которые есть в современной еще капиталистической России. Я не говорю там про сталинский СССР, там 20-х, 30-х годов, там аграрная страна, никакой промышленности. И какой они совершили рывок. И в чем причина? Почему вот вроде как у нас страна богатая, появилось очень много нефтедолларов в нулевые годы, там, мы не будем брать там, даже 90-е годы, где объективно там были проблемы. Но вот даже когда вот эти нефтедоллары, почему мы не совершили такой скачок, как в сталинскую эпоху, там, по 10-15%, и рывок такой очень мощный. А разница-то заключается как раз в том, что нет образа будущего, нет идеологии, вот то, о чем мы говорим, и системы ценностей, которая бы объединяла, сплачивала народ. Я не говорю о том, что вот в сталинскую эпоху там не было воров, коррупционеров, там, нехороших людей, врагов народа. Они были, и они и сейчас есть. Это в любом обществе, в любое время они существуют. Но вектор направления какой? И вот мы когда рассуждаем о Конституции, вот, важно, какой вектор направления дает та или иная Конституция. И очевидно, что назрела реформа, необходимо изменить эту Конституцию. Поэтому так много поправок. Конечно, там можно спорить, там, правильно, неправильно, но очевидно, что вот, если общие выводы делать по Конституции, то мы по факту имеем Конституцию побежденной колониальной страны, которая не имеет перспектив на будущее. Вот мы же проанализировали вот эти ключевые слова, ключевые фразы, а действующая Конституция не дает возможности нам и нашему государству развиваться. Тем более сейчас в условиях вот этой современной гибридной войны, когда идет столкновение больших крупных блоков, массы, даже России недостаточно. Сейчас нужно усиливать вот евразийскую интеграцию, кооперироваться, с кем-то объединяться, чтобы выжить вот в современном очень сложном мире. И та же эпидемия коронавируса с чем связана? Она связана с тем, что есть определенные силы, которые хотят ограничить численность населения Земли. А для этого что нужно? Тоже вакцинирование. Ради чего это придумано? И вот та же борьба вокруг нашей Конституции, это борьба вокруг будущего. И те люди, которые думают, что вот это такое абстрактное понятие, которое не коснется, это коснется каждого из нас. Поэтому вот мы призываем 1 июля прийти, до 1 июля даже вот сегодняшнего дня уже все имеют возможность проголосовать, притом впервые дали возможность людям и дистанционно, в электронном формате проголосовать и проявить свое волеизъявление. И тут еще нужно отметить такой момент. Многие вот критики говорят, что вот, дескать, поправки уже приняты, зачем вот, устраивать балаган, от нас ничего не зависит. На самом деле это очень важно, потому что каждый человек, который отдает свой голос за эти поправки, он голосует за будущее не только себя, но и своих детей и своих внуков. И голосуя за эти поправки, мы говорим и поддерживаем то, что вот
те изменения позитивные в нашем обществе, мы за них голосуем. Не за Путина, там, не за Единую Россию, не за каких-то начальников. Мы голосуем за будущее нашей страны. И каждый вот этот голос, он дает возможность вот тем здоровым силам в руководстве страны. Мы же должны понимать, что мы, конечно, понимаем, что и в руководстве страны там есть разные люди. Есть люди вот с тем же двойным гражданством, которые хотят сейчас, вот, кстати, запретить по новой конституции. Они противодействуют, у них интересы другие, у них там активы, жены, дети, все у них за рубежом. Соответственно, речь идет о пятой колонии, которая вопреки интересам и государства, и народа действует. И вот мы должны дать мандат доверия тем людям, которые работают и хотят работать во имя будущего страны. И идет борьба, схватка вот этих сил. И мы должны сделать свой выбор, кого мы поддерживаем. Те, которые за будущее нашей страны, за развитие, за общее наше развитие России в целом и народа. Или же мы за тех, которые хотят нас расколоть, хотят нас ослабить и в конечном счете привести к гражданской войне, голоду, хаосу. Мы же с этим столкнулись в 90-е годы. И вот очень интересно, что оппозиция и правая, и левая объединилась, и люди, которые вроде как никак не стыкуются, Навальный там, или коммунисты, одновременно выступают против. Но это говорит о том, что из себя представляет наша оппозиция. Еще что хотите сказать напоследок? Я поддерживаю, Афанасий Алексеевич, все, что вы сказали. Действительно, надо пойти и проголосовать, посмотреть. Очень много материалов есть, на самом деле, да, какие поправки и так далее, а поправок немало. И все они, если вчитаться, вдуматься, очень нужные, и в будущем они сыграют очень хорошую положительную роль для нас, наших детей. Действующая конституция на 27 лет вот, простояла, проработала, да? Ее надо модернизировать, развивать, жизнь меняется, и конституцию надо тоже вот в лучшую сторону, чтобы развитие шло еще более сильнее, потому что действительно идет, скажем так, где-то целенаправленная, специальная, а где-то по недомыслию вот эта информационная война подрывная, да? Некоторые просто не вдумывались, может быть, да? На эмоциях. Да, мы же сейчас живем в таких нажаренных фактах, скажем так, глубоко не думаем, клиповое сознание, так называемое, да, короткое, быстро-быстро, и самое такое вот жареное схватываем, думаем, и можем как бы пойти на поводу, да. Поэтому делать этого не надо, надо посмотреть, вдуматься, вчитаться и просто пойти проголосовать за Конституцию, за внесение поправок в нашу Конституцию. Спасибо, всего доброго, друзья. Спасибо.